Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Кто и что идет в вашу жизнь этим летом? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах, ожиданиях. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Кто и что идет в мою жизнь этим летом? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую нужную, самую важную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, кто и что идет в вашу жизнь этим летом. Так, интересно. У вас лето очень необычное, очень много ярких событий, которые будут в вашей жизни. Я вижу здесь и поездки, и встречи, и разговоры. Тут и по работе будут какие-то вестись очень серьезные там разговоры, переговоры. Возможно, даже вы пойдете где-то чему-то подучитесь, получите, может быть, новые знания, какие-то сертификаты, документы. То есть вы будете, скажем так, гореть на работе, да? Если сказать так, то не сказать ничего. У вас такие хорошие идеи пойдут, такие хорошие возможности перед вами откроются. Вы как будто бы вот принцесса, да, которая спала, и вот она проснулась и понимает, что мир, он такой огромный, и везде ее ждут, везде ее зовут, везде ее рады видеть. Мои дорогие, вот кто был в поисках работы, кто был, скажем так, в смущенных ситуациях, вы обязательно найдете прекраснейшее предложение, возможности. Главное, не упустите свои шансы и используйте то, что само идет к вам, скажем так, в руки. А то, что будет идти, я это вижу. Главное, знаете, что много не думайте, да, и не сомневайтесь в себе. Вы человек талантливый, человек способный, и даже если чего-то вы где-то случайно там не знаете, то это не приговор и это не клеймо. Обязательно научитесь, у вас все получится. Смотрите, здесь у вас работа реализуется и реализуется у вас общение. Общение будет очень ярким, общения будет очень много. Здесь несколько, скажем так, человек в вашу жизнь стремятся. Будут они входить в вашу жизнь просто вот в каком-то хаотичном порядке. Сначала к вам идет один человек, потом его сменяет другой человек. То есть у вас здесь очень много вот общения с противоположным полом. Именно летом происходит. То, как говорится, было пусто, а теперь попрет, будет густо. Как вам вести себя с этими людьми? Получайте удовольствие, расслабьтесь, получайте удовольствие. Жизнь одна, и живи ее так, чтобы не было стыдно и не было обидно. Мои дорогие, здесь лето очень прям такое теплое для вас будет, в прямом смысле слова, теплое. И себя вы будете чувствовать хорошо, и люди вас хорошие будут окружать, и возможности прям будут у вас стелиться под ногами. Смотрите, я начну снизу вверх читать рисунок и начну вот самый-самый низ. Во-первых, у вас есть, не знаю, тут какие-то выездные обстоятельства, да, вы поедете один раз как на отдых отдыхать, а второй раз вы будете по делам где-то возле, может быть, моря, водоемов, да, вот какие-то дела будете решать. У кого-то, кстати, и вот путешествие, да, к такому месту. Возможно, вы на даче будете жить все лето, и рядом будет там лес и водоем. А возможно, вы где-нибудь возле моря будете жить. То есть я вижу здесь перемену, но это не несет как бы такой стопроцентный постоянный характер. У кого-то, может быть, и действительно вы переедете на постоянной основе в другое место. Но у большинства это как временная сезонность идет, да. Но в любом случае я вижу, что вы отдохнете, вы получите просто массу удовольствия, массу вот прям, как для здоровья у вас пойдет, да. У вас улучшение по здоровью вот идет, вырисовывается. Так, смотрите, будет много, вот я честно предупреждаю, много каких-то поездок вот летом. Они будут такого характера туда-обратно, и они будут все на позитиве, да. Вот я вижу, что вы именно в хорошем настроении, вы едете по делам. Я не буду скрывать, что я вижу здесь у вас
В общем, такой какой-то случай идет, да, связанный он с государственными учреждениями, государственными домами, ну, либо не государственными, а казенными, да, назовем их так. Не ваш дом, да, и не дом вашего близкого, например, человека, либо друга. Вот там вам придется, ну, как-то вот прям выстрелит какое-то дело, придется вам туда походить и порешать. Знаете, я вижу, что вы прям как чуть ли в отчаяние не впадете, да, потому что вам не нравятся такие учреждения, казенные дома, вы туда не любите ходить. Если вы туда и ходили, какие-то вот неприятности вы там встречали. Но в этот раз все будет по-другому. Во-первых, вас встретят там по-другому. Во-вторых, я вижу, вы человек как будто бы такой удрученный, голову повесили, идете в то место. А там вас встречают с улыбкой, радостно, вам там помогают. И пусть не с первого раза, но вы решите то дело, которое вас туда приведет. И знаете, поверите вы, что ничего страшного нет в этом мире, и что не надо бояться брать на себя ответственность. Она не кусается. И, возможно, вот прям все сделать. Все, что хочу, все, что там думаю себе, я могу сделать, осуществить. Мои дорогие, я вижу вас здесь в роли победителя. Человека, который меняет свою судьбу, свои установки какие-то. Все это вы будете менять в лучшую сторону. К лучшему это все будет происходить. У вас здесь исполнение мечты идет. Исполнение. Вот смотрите, вы держите в руке месяц. И прям так показываете, да, его. И здесь еще идет вот это исполнение от другого человека. Кто-то вам поможет исполнить вашу мечту, ваше желание, вашу хотелочку. Вот есть человек, который будет вам помогать. Причем так, ну, скажем так, от сердца, по любви, от доброты. Понимаете, вот прекрасный момент. Я очень люблю, когда такие рисунки выпадают. И знаете, моменты, вот у вас, я вижу здесь и моменты отчаяния, у вас тут 3 дырочки идут. 3 дырочки — это какие-то 3 проблемки, которые будут тянуть вас энергетически и из-за которых вы можете прям переживать. Это все временная ситуация, она будет решаться. Решите вы ее просто в один какой-то заход. У вас это получится, у вас идет к этому прям, ну, подводка, да, вас туда подводят. Эти дела не новые, эти дела у вас и раньше были, и раньше они выстреливали, и раньше вы от них отходили, отнекивались. А теперь действительно придется решать, придется брать на себя ответственность. Так, мои дорогие, смотрите, у вас идут 2 человека. Одна пара и вторая пара. Одна пара — это, ну, отношения, что скрывать, временного характера, да. Тут, как говорится, потусили и разошлись. Вам будет хорошо, вам будет драйвово, весело, легко, страстно. Но как бы любовью здесь особо не пахнет. Здесь вот именно отношения такие вот ради удовольствия. Будете, конечно, вы тут в отрыве. Возможно, будете там, я не знаю, какой-то, может быть, курортный роман у вас будет. Может быть, у вас будет случайная какая-то связь. В любом случае, я не вижу, что это с какими-то последствиями. Наоборот, я вижу, что это вам поможет поверить в себя, в свою привлекательность, в свою женственность, в свою неотразимость. Вот. Все это у вас пойдет, да. Человек разбудит у вас желание быть любимой, быть счастливой и, конечно же, двигаться в этом направлении. Это замечательно. С этим человеком вы выпьете, ну, бокал любви, понимаете, бокал, не бутылку, бокал. Это время короткое, это может быть месяц, а может быть и 3, но тем не менее вы расходитесь с этим человеком. Почему? Потому что в вашу жизнь идет совершенно другой человек по другим качествам. Если этот был, например, вашим любовником либо любовницей, то буквально там через, я не знаю, чуть ли не неделю, да, неделя либо 2, в вашу жизнь ворвется именно ваш суженый, да, ваша судьба ворвется в вашу жизнь. И вы уже будете совершенно по-другому смотреть на отношения и на друг друга, и на то, что было в вашем прошлом. Вот это прошлое, оно как предтеча счастья, любви, удовольствия от отношений. Знаете, вы немножечко человек, вы не обижайтесь, пожалуйста, на меня, но я вижу, что вы человек немного такой закрытый сам в себе, в своих каких-то эмоциях, мыслях. Ну, скажем так, тени прошлого не дают вам увидеть будущее вот на сегодняшний день. Но благодаря вот этой страстной любви, которая случится в вашей жизни, у вас крылья вырастут, понимаете? И вот этими крыльями вы просто раскидаете всех этих теней, да, чтобы не мешали жить, наслаждаться жизнью. Мои милые, здесь встретятся просто какие-то 2 динозавра. Вот один, вот другой. 2 маленьких динозавра. Почему? Вы люди оба какие-то странные, уникальные. Вы очень похожи. Возможно, у вас души старенькие,
близкие, да, возможно, уже и виделись, и встречались, и общались, и жили вместе. Все это может быть. Вы друг другу безумно обрадуетесь. Как вы узнаете этого человека? Да? Очень просто. Вы этого человека увидите, и у вас прям сердце будет колотать, да, бабочки в животе будут порхать, и вы не будете понимать, что с вами происходит. Будет, знаете, как звездочки в глазах летать, как будто по голове вас ударили. Состояние вообще, ну, дураковатости, вот извините, но вот так вот я вижу. Вот, а человека то же самое будет навстречу к вам, понимаете? Потому что вы друг друга узнаете, и вы прям, ну, к друг другу будете стремиться. Мои милые, тут с человеком у вас прям закрутится, завяжется, и этот человек не просто так в вашу жизнь выходит, он может войти и на год, а может и на десятилетие войти, понимаете? Все будет зависеть от вас. Человек не настойчивый, не навязчивый, не наглый, очень галантный, очень такой, знаете, рассудительный, умный. Не будет он навязываться, не будет он прям за вами хвостом ходить, но в то же время он умеет обращаться с женщинами, со слабым полом. Если смотрит меня мужчина, то женщина, она как бы, ну, прошла достаточно жесткую школу жизни, знает, что такое обида, знает, что можно в отношениях, чего нельзя. Вести себя будет достойнейшим образом. Вот, так что, мои милые, вот вам счастье намечается. У вас этим летом идет, ну, я не знаю, тут у меня как новая работа, новые возможности. Себя вы в чем-то найдете и откроете. И плюс любовь. Любовь очень жгучая, страстная, и любовь искренняя, добрая, дружеская. Понимаете, две ипостаси любви вы получите, испытаете. И это замечательно. Смотрите, здесь еще время я не знаю, тут время детей, время с детьми. Возможно, кто-то задумается о детях и действительно забеременеет. Кто-то ждет, надеется, мечтает. А кто-то будет проводить очень много времени с детьми. Там, может быть, внуки, там, не знаю, братья, сестры, да, соседские дети. То есть вот эта детская энергетика, она вас будет оздоровлять в любом смысле. В любом случае, да, вы получите оздоровление, вы получите большую радость, вы получите большое удовольствие. Знаете, у вас еще летом идут два подарка. Два подарка, причем одно из них вот выглядит как, ну, я не знаю, что-то ювелирное, скорее всего. Это не кольцо, это больше мне идет как сережки какие-то, да. Причем такие, знаете, квадратиками, либо камушек, либо квадратик какой-то. И второй подарок — это коробка с сюрпризом. Что там внутри, я не знаю, я просто вижу коробку с сюрпризом. И тот, и другой подарок вам подарит один и тот же человек. От одного и того же человека два подарка. Знаете, подарки очень хорошие, очень добрые и порадует вас, очень-очень сильно порадует. Смотрите, кто переживал за своих там родителей и близких. Я вижу, что вашими молитвами, вашими просьбами здесь улучшение пойдет по ихнему состоянию жизни, там, я не знаю, здоровья, улучшение будет. Мои дорогие, что я хочу сказать? Вам этим летом еще придется вот конкретно навести порядок у себя в доме, где вы находитесь, ну, либо где вы будете находиться, да, если вы там переезжаете, либо переезжаете жить, например, на дачу. То есть я вижу, что вам придется поработать. И когда вы будете там у себя наводить порядок, все вещи неопознанного характера, то есть непонятно, да, их предназначение, что это, откуда, лучше прям сжигайте. Сжигайте, руками не трогайте, старайтесь там, я не знаю, там на бумажечку, да, либо там чем-нибудь взять, там, носовок, да, на лопату и сжигайте. Если есть возможность проточная вода, именно проточная, то бросайте туда. Вот, так что, дорогие, наведите порядок. Вам пришло время очиститься от, ну, скажем так, от старого, отрубить ненужные хвосты и закончить ненужные привязки. Это все нужно проходить. Впереди у вас прекрасные события, прекрасная жизнь. У вас, как, знаете, как говорится, попрет из всех возможных дверей. А дверей много открывается для вас этим летом. Две вот основные у вас по работе. Смотрите, прям как гаечный ключ вышел, да? Мастера. Вы будете мастером своего дела. Вы будете показывать, учить, может быть, кого-то, у кого-то учиться. Здесь вот именно идет ваше полное погружение, да, в какую-то работу, в профессию, в учебу. И действительно прекраснейший результат, когда вы выходите из этого погружения. Так что, мои дорогие, не переживайте, знайте, что все будет замечательно. Главное, еще раз говорю, наведите, вот самая главная ваша задача на лето, навести порядок в своем доме и в своем сердце. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.